Совсем недавно социологами организации Gallup International был проведен опрос среди 55 тысяч респондентов из 60 стран мира на тему «Согласны ли вы с высказыванием «Я не доверяю журналистам, они вряд ли говорят правду». В результате этого опроса 69% жителей планеты считают, что сегодня журналистам доверять нельзя. И лишь каждый шестой, это примерно 18%, думает иначе, считая, что журналисты говорят правду. В общем-то, все мы и так знаем из истории, что самыми древними профессиями на Земле считаются журналистика и, проституция. И, как правило, зачастую их функции мало чем отличались друг от друга, так как одни продают свое тело, а другие продают свое слово. И ради денег и те, и другие зачастую готовы выполнять любые прихоти своих хозяев и спонсоров. Думаю, что сегодня мало таких невежд, которые продолжают верить в независимую журналистику. Поскольку любое издание в мире, как и люди, называющие себя независимыми журналистами, сегодня имеют свои источники финансирования и, следовательно, обязаны отражать идеологию своих спонсоров. Поскольку так или иначе, но каждому надо все-таки зарабатывать на хлеб с маслом. Но в отличие от проституции, у журналистики, тем не менее, конечно же, есть свои и моральные барьеры, которыми они должны, по крайней мере, руководствоваться. Но мало кто из них может пройти испытание властью и богатством. И в нашем современном сообществе тому много примеров, как вырастали и затем трансформировались многие известные журналисты нашего времени. Те, кто не захотел поступиться принципами морали и порядочности, были убиты или продолжают преследоваться режимами. Убивают, как правило, лучших, наиболее профессиональных, ярких и честных. К примеру, среди 214 убитых с 1993 года российских журналистов очень высок процент награжденных различными журналистскими премиями. И среди них такие известные личности, как Владислав Листьев, Анна Политковская, главный редактор газеты «Советская Калмыкия сегодня» Лариса Юдина, военный обозреватель газеты «Коммерсант» Иван Сафронов и многие другие. Но сегодня стало много и тех, кто поступили своей порядочностью ради славы и денег. И это такие известные теперь личности, как Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев и даже Владимир Познер, хотя даже он сегодня всячески показывает свое презрение к первым двум, которые в погоне за деньгами перешли все мыслимые моральные барьеры нравственности. К слову, сегодня, например, в России, по данным Института общественной экспертизы, лишь менее 18% имеют высшее журналистское образование. И это диагноз того состояния, в котором сегодня находится мир журналистики. Как мы уже говорили, без денег, к сожалению, свободы СМИ не бывает. То, что свобода слова в полном смысле очень дорогое удовольствие, полностью подтвердилось в ходе исследования, где были сопоставлены два показателя. Это спонсорские затраты в медиа на душу населения каждой страны, по данным компании Zenit Optimedia, и уровень свободы СМИ по рейтингу Freedom House, который выявили коэффициент корреляции равный 0,73. И таким образом было доказано, что свобода СМИ и величина вкладываемых в них денег связаны жестко, почти линейно. Сегодня агрессия политического поля власти и денег приводит к вытеснению настоящей журналистики из средств массовой информации. На место вытесняемой журналистики приходит пропаганда. Ежегодный мониторинг освещения политических событий в СМИ, который совместно с партнерами проводит Центр экстремальной журналистики, показал, что если в 2000 году доля пропаганды в пользу той или иной партии власти составляла около 30% в общем объеме информации, то в 2010 году она выросла до 47%, а в мае 2019 года она достигла рекордной отметки в 92-100% в мире. Давайте теперь попробуем разобраться, что же это такое пропаганда. Несмотря на то, что само значение пропаганды имеет свои примитивные истоки еще с глубокой древности нашей цивилизации, но, как ни странно, основной отсчет в ее развитии в нашу эпоху начался с приходом в мир идей немецкого национал-социализма и лично с подачи Адольфа Гитлера. Еще в 1924 году в своем программном труде «Mein Kampf» Адольф Гитлер изложил ключевые пропагандистские принципы следующими словами.
Именно в том и состоит искусство пропаганды, что она постигает чувственный мир представлений большой массы населения, в психологически правильной форме находит путь к вниманию, а затем и к сердцам широких масс. 11 марта 1933 года кабинет рейхсканцлера Адольфа Гитлера принял решение о создании Имперского министерства народного просвещения и пропаганды. И буквально через несколько дней это министерство возглавил главный идеолог Третьего рейха Пауль Йозеф Геббельс. С 1933 по 1945 год министр пропаганды и президент Имперской палаты культуры Геббельс сосредоточил в своих руках все необходимые рычаги управления прессой, радио, кинематографом и другими сферами немецкой культуры. За счет сочетания демагогической риторики, умелой постановки массовых мероприятий и эффективного использования современной техники, прежде всего радио и кино, в целях пропаганды ему удалось индоктринировать широкие слои немецкого народа идеями национал-социализма и опорочить коммунистов, социал-демократов, евреев и даже служителей церкви. Он утверждал, что неустанное повторение одних и тех же убеждений в конечном итоге заставляет их принимать верой, а не разумом. Запомните хорошенько это высказывание Геббельса, поскольку в дальнейшем эта нацистская сентенция еще не раз будет всплывать в качестве примера в этом сюжете. Сегодняшняя пропаганда во многом продолжает использовать методики Йозефа Геббельса, поскольку, как показало время, их воздействие сейчас на умы людей не потеряли своей актуальности, а наоборот, с приходом в мир современных технологий и средств интернет-коммуникаций еще более возросли. Более того, сегодня эти методы воздействия внесены в учебники всех журналистских факультетов по всему миру как обязательные дисциплины, помогающие работникам медиа для манипулирования массовым сознанием общественности и в особенности наиболее примитивной частью маргинальной прослойки населения Земли. Ведь не просто так сейчас говорят, что пресса – это пятая власть. Так каковы же были наиболее известные методы пропаганды, разработанные Йозефом Геббельсом и используемые сегодня многими нечистоплотными журналистами-пропагандистами? Основных методов промывания мозгов и манипулирования сознанием имеется несколько. И все они носят свое кодовое название, такие как метод гнилой селедки, метод перевернутой пирамиды, метод большой лжи, принцип 40/60, метод абсолютной очевидности. Давайте ознакомимся с ними по порядку, и думаю, большинство из вас, умеющих анализировать, сумеет разглядеть попытки применения этих методов в отношении себя самих. Например, метод гнилой селедки работает следующим образом. Для неугодного кандидата подбирается ложное обвинение. Тут самое главное сделать так, чтобы это обвинение было чудовищным по своей сути. Например, кандидат в вор, коррупционер или, скажем, педофил. Цель гнилой селедки не в том, чтобы доказать это обвинение, а в том, чтобы вызвать широкое публичное обсуждение. Человеческая психика устроена так, что как только обвинение становится предметом публичного обсуждения, неизбежно возникают его сторонники и противники, знатоки и эксперты, оголтелые обвинители и ярые защитники обвиняемого, объясняет геббельсовская спецпропаганда. Но вне зависимости от своих взглядов, все участники дискуссии снова и снова произносят имя обвиняемого в связке с грязным и скандальным обвинением, втирая таким образом все больше гнилой селедки в его одежду, пока наконец этот запах не начинает следовать за ним везде. А вопрос «убил, украл, совратил или все-таки нет» становится главным при упоминании его имени. При этом будет уже совершенно неважно, совершил ли на самом деле этот человек что-то противозаконное, потому что отныне и навсегда запах гнилой селедки будет следовать за ним повсюду и вызывать подозрения и вопросы, а значит и снижать процент тех, кто ему поверит. Вам эти методы, кстати, сегодня демонстрируют почти в каждом видеоролике заинтересованный в этом персонаж. Помните высказывание Геббельса? Неустанное повторение одних и тех же убеждений в конечном итоге заставляет их принимать верой, а не разумом. Метод 40/60 работает немножко по-другому. Создается какое-нибудь медийное издание, к примеру, тот же YouTube-канал, это применимо если сегодняшнему дню, где 60% информации сначала начинает освещаться в пользу конкурента и вроде бы говорится правда. То есть освещается на самом деле реальные события, реальная правда, как о кандидате, так и о коммуникаторе, который освещает эти события. И постепенно остальные 40% в дальнейшем
начинают использовать для дезинформации. Сначала для мелкой, а затем со временем все более увеличивая процент этой лжи. И в результате человек и сам не замечает, как уже дезинформация, идущая с этого канала, становится более 60%. Во время Второй мировой войны существовала радиостанция, которую слушал весь антифашистский мир. Все считали, что она британская, поэтому ей очень доверяли. И только после войны выяснилось, что на самом деле это была радиостанция Геббельса, работавшая по разработанному им принципу 40/60. Кстати, именно этот метод сегодня стал особенно популярным у нынешнего диктаторского режима Туркменистана, который, по нашим сведениям, ежемесячно спонсирует и тратит на это немаленькие деньги, чтобы создавать и продвигать фейковые, и в том числе реальные аккаунты, которые якобы выступают от имени нашего народа и во имя его блага. Среди них мы можем наблюдать как откровенно провокационные, так и скрытые, так называемые троянские каналы, которые якобы противостоят друг другу, хотя на самом деле все они работают вместе и сообща и ради одной цели – внести разногласия и рассорить народ. При этом могут использоваться такие новые методики, как видеоинтервью с якобы местным населением внутри страны. Хотя мы прекрасно понимаем, что диктатура фактически закрыла все каналы связи и жестко контролирует любые выходы во внешний мир. К тому же наши аналитики и специалисты по кибербезопасности регулярно отслеживают и успешно идентифицируют личности этих так называемых народных героев, которые на самом деле являются бывшими или действующими сотрудниками спецслужб, помогающими авторам этих каналов в увеличении числа доверчивых граждан и оболванивании населения. Также очень эффективным является метод большой лжи, который немного похож на гнилую селедку, но на самом деле работает чуть иначе. Его суть заключается в том, чтобы с максимальной степенью уверенности предложить аудитории настолько глобальную и ужасную ложь, что практически невозможно поверить, что можно врать подобному. Трюк здесь в том, что правильно скомпонованная и хорошо придуманная большая ложь вызывает у слушателя или зрителя глубокую эмоциональную травму, которая затем надолго определяет его взгляды, вопреки любым доводам логики и рассудка. Особенно хорошо работает в этом смысле ложное описание жестоких издевательств или насилия над детьми и женщинами. Допустим, сообщение о распятом ребенке за счет глубокой эмоциональной травмы, которую оно вызывает, надолго определит взгляды получившего эту информацию человека, сколько бы его потом не пытались переубедить, используя обычные логические доводы. В нашем случае мы можем наблюдать подобный метод в случае обвинений в адрес некоторых оппозиционеров как в растрате огромных сумм и хищениях, так и в откровенной педофилии, которую подбрасывают незаметно некоторые так называемые журналисты. И при этом абсолютно игнорируются откровенные признания действительно виновных в преступлениях людей. Но особенно почитаем в пропагандистской среде метод абсолютной очевидности, дающий хоть и не быстрый, но зато надежный результат. Вместо того, чтобы что-то доказывать, вы подаете то, в чем хотите убедить аудиторию, как нечто очевидное, само собой разумеющееся и потому, безусловно, поддерживаемое преобладающим большинством населения. Несмотря на свою внешнюю простоту, этот метод невероятно эффективен, поскольку человеческая психика автоматически реагирует на мнение большинства, стремясь присоединиться к нему. Важно только помнить, что большинство обязательно должно быть преобладающим, а его поддержка абсолютной и безусловной. В ином случае эффекта присоединения не возникает. Таким образом, к примеру, сегодня привлекаются сторонники в ряды некоторых так называемых оппозиционеров через эффект психологии толпы. Имея в своих рядах изначально лишь несколько человек, эти так называемые оппозиционеры начинают утверждать, что за ними стоят уже тысячи людей, которые поддерживают их идеи, и при этом регулярно начинают демонстрировать и крутить на своих каналах видеоролики с митингов, к которым они не имеют фактически никакого отношения, или пытаются заслать на эти митинги своих эмиссаров, которые никаким образом не принимали участие в подготовке, организации, тем более в финансировании этих митингов, а лишь сумели удачно сфотографироваться на их фоне, как, например, здесь. Но зато потом они с легкостью присваивают себе все заслуги за это. И таких людей, желающих на этом паразитировать, стало немало, и число их растет все больше. И многие из вас даже не догадываются сейчас, кто еще может и желает на этом зарабатывать, а кто из них реально финансируется режимом и делает это все не во благо, а против своего народа.
Так вот, если все эти условия соблюдаются, и мошенникам удается убедить хоть какую-то часть населения, то число сторонников позиции большинства начинает постепенно, но верно расти. А с течением времени увеличивается уже в геометрической прогрессии. В основном за счет представителей низких социальных слоев, которые наиболее подвержены эффекту присоединения. Ну а в дальнейшем поддержка метода абсолютной очевидности осуществляется, например, публикацией результатов разного рода социологических опросов, демонстрирующих абсолютное общественное единство по тому или иному вопросу. Или количество читателей и участников какого-нибудь телеграм-канала, куда людей сначала завлекают различными ухищрениями и обманом, и где больше половины посетителей продолжают лишь числиться активными, хотя на самом деле большинство из них месяцами там не появляются. А методики черной пропаганды, естественно, не требуют, чтобы эти отчеты и показатели имели хоть какое-то отношение к реальности, как и многие вымышленные и бессмысленные акции, которые имеют место быть лишь на словах, а не в действительности. Методы черной пропаганды воздействуют на аудиторию на уровне глубоких психологических механизмов таким образом, что последствия этого воздействия невозможно снять обычными логическими доводами. Большая ложь достигает этого эффекта с помощью эмоциональной травмы. Метод очевидности через эффект присоединения. Гнилая селедка за счет внедрения в сознание аудитории прямой ассоциации между объектом атаки и грязным скандальным обвинением. Проще говоря, пропаганда превращает человека в зомби, который не только активно поддерживает внедренные в его сознание установки, но и агрессивно противостоит тем, кто придерживается иных взглядов или пытается его переубедить, пользуясь логическими доводами. К сожалению, наряду с нечистоплотными журналистами, сегодня этими нацистскими методиками стали активно пользоваться и множество доморощенных политтехнологов, мелких мошенников, жаждущих своей порции власти над умами и душами людей. Сегодня все это наследие Йозефа Геббельса продолжает использоваться в качестве методов скрытого психологического воздействия на людей, и изобретаются все более новые и более изощренные методики. К примеру, американский лингвист, философ и интеллектуал Ноам Хомски составил список манипуляций, которые используются в современной пропаганде. Первое. Чтобы стадо двигалось по команде, оно должно быть на порядок глупее своего пастуха. Отсюда и первый принцип – поощрять любовь толпы к посредственности. Поскольку человек от природы стремится к мудрости и знаниям, то недостаточно его просто лишить качественного образования. Не факт, что он перестанет думать своей головой. Рано или поздно он сам придет к правильным выводам, поймет, что хорошо, а что плохо, начнет следовать принципам и найдет обоснованные жизненные ценности. Чтобы этого не случилось, нужно убедиться, что вместо философов он будет читать распиаренные новости, вместо стихов станет слушать популярную попсу, и что вместо документального кино предпочтет смотреть мультики. Нужно создать такую информационную среду, которой людям захочется быть глупыми. Следует внушать им отвращение к мысли и пиарить исключительно тех, кто мыслит меньше всех. Второй принцип. Чтобы стадо двигалось быстрее, нужно хорошенько его напугать. А для этого нужно давить на эмоции. Трудно манипулировать человеком, который привык долго и тщательно обдумывать решения, прежде чем на что-то решиться. Следовательно, он всегда должен быть в состоянии эмоциональной приподнятости. Веселый или раздраженный, неважно. Главное – выбить его из состояния задумчивости. Эмоции полезны, к примеру, в ситуациях сиюминутного стресса, когда необходимо принять быстрое решение – ударить или бежать. Но если ты планируешь долгосрочную стратегию выживания, если твоя задача составить карту жизненных ценностей, тогда эмоции – твой главный враг. И чем больше твоих эмоций, тем легче тобой управлять. Третий принцип. Чтобы стадо двигалось всегда в нужном направлении, надо сначала создать ему проблему, а затем предложить решение. К примеру, организовать для начала экономический, либо любой другой кризис, и потом, чтобы избежать подобного в будущем, лишить народ каких-то экономических, либо других свобод. Или, допустим, устроить митинг с парой смертей и арестов, чтобы показать наглядно, насколько это плохая и неоправданная практика. А потом и вовсе запретить любые митинги или организовать террористическое движение и под этим предлогом в дальнейшем отправлять на войну или на вторжение. Четвертый принцип. Чтобы стадо никогда не пришло к истине и не прозрело, нужно постоянно отвлекать его от важных вопросов. Как это сделать?
создавать бешеное количество шума вокруг ничего не значащих вещей, при этом делая вид, что обсуждаешь что-то поистине важное. Пропаганда – это не всегда ложные данные. Именно поэтому многие тешат себя оправданием, что прекрасно могут различить дезинформацию. Главная задача пропаганды – это чтобы ты просто ее слушал. Ее главная цель – чтобы ты в решающий момент не смог распознать опасную идею. А подобные идеи могут завладеть тобой только в тот момент, когда вместо того, чтобы по-настоящему ее обдумать, ты занимался чем-то другим или слушал кого-то другого. Вот это все и есть методы боевой спецпропаганды, которые объединяет единая цель. В годы войны она была предназначена для того, чтобы ослабить армию противника за счет внесения в ее ряды внутренней розни, взаимной ненависти и недоверия друг к другу. Но сегодня эти методы применяются против нас самих, и результат, к которому они приводят, ровно тот, для достижения которого они и были созданы. Только взаимная ненависть и внутренняя рознь возникают не в армии противника, а в наших домах, семьях и среди нашего народа. Поэтому мы и посчитали разумным ознакомить вас всех с этими методиками и средствами воздействия на ваше сознание со стороны нынешней диктатуры, которые, в отличие от настоящих патриотов, имеют для этого все необходимые ресурсы и возможности и сделают все для сохранения своей власти. И если вам сейчас пытаются что-то внушить или воздействовать на ваше сознание, попытайтесь хотя бы сами мыслить логически и уметь сопоставлять факты. И лишь потом анализировать, где правда, а где ложь. Это не так уж и трудно, если остановиться, задуматься и попытаться быть объективным. Наш народ уже давно объединился, и сейчас его пытаются разъединить и поссорить через призывы объединяться вокруг оппозиционных лидеров. Подумайте сами, кому и зачем это нужно. Каждый день методично сворачивать ваши мысли с истинных и более важных проблем и пытаться внушить вам и убедить вас в необходимости менее важных задач. Задайте себе вопрос, так ли вам необходим пастух, чтобы ходить в стаде, или вы есть сами личность и величина, умеющая мыслить и принимать решения самостоятельно. А про истинное лицо многих манипуляторов, скопившихся сейчас вокруг нашего движения и вокруг нашей страны и нашей нации, и об их истинных целях, кто стоит за каждым из них, мы расскажем вам очень скоро. Будьте здоровы!